нас никому не отнять. Сегодня особый день в жизни тех, кто прошел большую комсомольскую школу. Но два слова не могу не сказать. Сегодня особый день. Сегодня день памяти репрессированных. Среди них были и комсомольские работники, и те, кто были во главе государства, выросшие из комсомола. Среди них Анатолий Варданя, среди них Ефрем Эшпа и многие-многие другие. Комсомолу 107 лет. Мы считаемся тоже детьми комсомола, люди разных поколений. Среди нас те, кто прошел большую школу, работал 10-15 лет, работал меньше. Но хочу подчеркнуть, что комсомол был всегда резервом достойным партии, которая управляла государством. Сегодня мы отмечаем день рождения одной из самых масштабных молодежных организаций в истории – Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи – комсомола. Комсомол был не просто молодежным движением, это была мощнейшая школа жизни, кузница кадров и, без преувеличения, идеологический стержень для нескольких поколений. Его главной задачей было воспитание молодого человека, не просто грамотного, но идейного, преданного своей родине, готового к труду и подвигу во имя общего блага. Важно отметить, что для своей эпохи комсомол был главным социальным лифтом, настоящей школой управления. Практически все успешные руководители, государственные деятели, управленцы того времени прошли через эту закаляющую школу. Именно в комсомоле они получили первый опыт организации людей, управления масштабными проектами и принятия ответственных решений. Руководство комсомольской ячейки и стройотрядов или целым городским комитетом воспитывало лидерские качества, стратегическое мышление и чувство личной ответственности за порученное дело. Евразия Глобал, территория смыслов и многих других. Эти площадки